Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы работаем в прямом эфире. По традиции, как всегда в это время, выходит в эфир программа «Якутск сегодня». Мы работаем одновременно и на телевидении, и радио «Титим Саха Радиота», национальной вещательной компании «Саха». У микрофона сегодня редактор Юрий Сергеев. Приветствую всех. Режиссеры Николай Слепцов и Мария Новгородова. В нашей сегодняшней передаче год завершается, подводятся итоги его. Участники нашей сегодняшней телерадиопередачи познакомят наших слушателей и телезрителей о том, как их ведомства, общественные организации поработали в 2024 году и что в планах на следующий год. Начинаем. Вот сегодня пригласили в студию нашу исполняющего обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия, Героя России Игоря Васильевича Юргина. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие любители радио и телевидения. Добрый день. Ну что ж, начинаем нашу передачу. Только я хочу напомнить нашим телезрителям и радиослушателям телефоны прямого эфира 8 411 2 и номера телефонов 32 2066 и 32 11 66. Пожалуйста, если у вас возникнут в ходе нашего сегодняшнего выпуска передачи, в первой ее части, вопросы, какие-то пожелания от Игорю Васильевичу Юргину, пожалуйста, мы готовы принять ваши звонки. Ну что ж, давайте начнем. Игорь Васильевич, ну вот как сегодня настроена молодежь. Вот вы уже на посту, исполняющий обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям, уже который месяц. Были вы назначены в сентябре этого года указом главы республики Айсеном Николаевым. Вот. Ну и, конечно, проинформируйте наших телезрителей и радиослушателей, какие патриотические проекты реализуются, да, на сегодняшний день. Ну и, естественно, какие планы у вас? Так много вопросов, не знаю, на что сразу ответить. Да. Но главой республики и правительством республики Саха-Якутия принимаются большие меры по поддержанию молодежной политики и, соответственно, патриотического воспитания. Также поддерживаются нормативно-правовые документы и создан единый план по патриотическому воспитанию в целях координации всех министерств, всех ведомств на 2025 год. Также одним из важных пунктов стало это участие в грантовой политике именно молодежью и общественными организациями. Так было в этом году, вошли 26 муниципальных районов, городских округов, и, соответственно, разыграли они в районе 50 миллионов рублей. Вот, по 10 основным направлениям в грантовой политике. Также в 2025 году планируется создание молодежного центра «Патриот», миссия которого будет координация всех военных патриотических объединений, общественных организаций, волонтерской деятельности, также информационного сопровождения в сфере молодежной политики. Ну и также «Патриот» будет домом молодежи, где, я скажу по-молодежному, где молодежь может тусить. Собираться и тусить. Потому что условия, наши климатические условия, они же все равно влияют на воспитание. Если ребенок позанимался, извиняюсь, не ребенок, а молодой человек позанимался спортом, 2 часа уделяет времени на тренировку, все остальное время проводит еще в условиях технологического суверенитета, грубо говоря, в компьютере, либо в телефоне, находясь дома. А молодежное пространство, она ему даст именно точку со своими всеми героями своего времени, так сказать, поделиться информацией, а также провести время просто даже соответственно. И там еще будут наставники, которые будут где-то координировать, руководить, потому что молодым людям очень сильно тоже нужна помощь. И не все могут подойти к родителям, к сожалению. О каких-то вещах там, рассказать. Мы себя даже помним где-то в детстве. Да. Когда нахулиганили, где-то не сможем подойти. А в этом моменте, конечно, это будет такая помощь. Отвечая под вопрос первого вопроса,
как сегодня настроена молодежь. Ну, начнем с того, именно если переходим в молодежную политику, однозначно она настроена очень позитивно. Большие меры и президентский фонд грантов, и республиканских грантов главы организуются. То есть и об этом освещение мы даем очень такое, как бы раскручиваем, чтобы нести посредством интернета. Но по патриотическому воспитанию чуть-чуть поменьше, потому что само, наверное, слово патриотическое, оно чуть-чуть приевшееся идет. Вот. Тут сейчас меняем немножко координацию именно самого патриотического воспитания, точнее подход именно. Инструмент ведения, то есть не только вот если раньше проводилась начальная военная подготовка, и люди понимали то, что, ну и больше никаких вопросов о патриотическом воспитании не вставало. Люди понимали, зачем они гимн поют, зачем они собирают автомат, да, оружие. А здесь с условий того, то, что меняется время, само меняются подходы, и молодежь сама меняется, и мы должны идти много со временем. И, соответственно, методы должны быть тоже чуть-чуть другие. Ну, эти методы как-то вырабатываются уже, да? Да, вырабатываются. Какие-то подходы, какие-то новые уже, наверное, предполагаете? Я вот сейчас сидел с самого утра сегодня целый план на 25-й год по 80-летию Победы в сфере патриотического воспитания. Вот именно я его прорабатывал, там все перебирал, потому что, ну, очень-очень много работы в этом направлении. Ну, вообще нужно думать, то, что Министерство молодежи — это сейчас одно из основных тоже министерств ведущих. И не то, что основное, я считаю, министерство, да, в правительстве. Не, ну, если я себя назову основным, это будет неправильно, потому что у нас все, в принципе, основное. И Министерство строительства, финансов, все, как бы, ну и вообще правительство в целом. Мы же один организм, работаем на одну цель. Да. Вот. И суть в том, то, что сейчас просто, имею в виду, уделяется слишком большое внимание молодежи, и это правильный акцент, потому что молодежь — это наше будущее. То, что сейчас какие семена мы заложим, то тот урожай мы получим, соответственно, через что взрастет, лет. Да? Постепенно. Да. И я иногда называю вот, ну, наше министерство — это вот именно уже такое стратегическое на будущее. То есть результаты работы, они не будут осуществимы сразу. Да, если координация каких-то мероприятий вдруг поменяется, ну, оно поменяется, конечно, оно будет осуществимо, да, где-то скажут, там, вот мы проводили, когда итогово, у нас был задействован искусственный интеллект, многим понравилось, да, это круто в современном стиле. Но именно если мы говорим о идее, то идея, она, конечно, не прорабатывается там за год. Но за год она сильных плодов не даст. Это уже стратегия на 5 лет, на 10. Вот. Ну, конечно, нельзя забывать, конечно, что это все-таки молодежь, наше будущее и республики, и будущее всей нашей страны. Вот на чем сегодня, конечно. Поэтому тут, естественно, работы еще очень много. Вот. Ну и вот одно прошел очень в этом году, в 2024 году, масштабный такой молодежный фестиваль «Мусустар». Конечно, уже какие-то итоги, новшества, да, подводились? Да, конечно. В 4-й раз он прошел. Сейчас будет у нас запланирован в марте 5-й раз молодежный фестиваль Мусустар. В 4-м было 14 треков молодежных. Сейчас мы сократили 13, но мы более в этом новом Мусустаре будет привлечение именно федеральных экспертов. Они будут задействованы, такие как «Россия — страна возможностей», которая расскажет и про грантовую тематику, и про многие входы в федеральные проекты, где молодежь может себя реализовать. Плюс также мы хотим привлечь председателя движения первых Артура Орлова и федерального министра по делам молодежи, ну, Росмолодежь, это Григория Гурова. Вот. И это нам даст толчок для большего развития именно молодежной политики, ну, в сфере молодежной политики в регионе. И мы пересмотрели суть именно треков Мусустара. Конечно же, мы такие, как там творчество, спорт, это все мы оставили, но мы чуть-чуть пересмотрели концепцию по некоторым планам, потому что сейчас еще год защитника Родины и год защитника Отечества, и там очень важный элемент и
военной подготовки и патриотического воспитания. И, соответственно, мы вот с этим упором пересмотрели. Ну, сам план. А так, охват был, приняли 35 муниципальных районов и городских округов в нашей республике. И было охвачено в общей совокупности 20 тысяч человек. Дело не в количестве, наверное, да, как вы считаете? В качестве. В качестве. Сейчас вот мы делаем упор в этом моменте на целевую аудиторию, чтобы охват был больше. И особенно вот по районам. А качество, что вот вы подразумеваете, например, вот в этом фестивале «Мусустар»? Ну, знаете, как на у нас ваш взгляд, было какие? качество? Да. Но это именно по трекам подобрать целевую аудиторию. Соразмерно Культура. Мы же не будем нашим отправлять. временем. Мы же не будем, допустим, спортсменов отправлять на культурное мероприятие. Ну, это если только с целью познания, там, обогащения, да, какого-то кругозора, расширения кругозора. А чтобы реально выявить таланты, и чтобы человек нужен именно тот, кто проявляет интерес к культуре. Он и будет, значит, в треке культуре участвовать. Вот. Ну, с этим уклоном. Именно. Ну, конечно, вот еще, если вернуться к событиям 2024 года уходящего, совсем немного осталось, неделя. Конечно, в этом году прошли игры «Дети Азии», и все-таки большую работу вообще провели наши волонтеры. Где-то около 2000, если я не ошибаюсь, приняли участие. Больше. даже, Заявок да? было подано 5000. Да, но заявок было подано. Отобрано было там... Было отобрано 1900 человек. Да, 1900 человек. Через Добро РФ, причем они проходили там тестирование изначальное тестирование, входную группу. Потом после этого с ними проводилось обучение, соответственно, и после этого они выходили. Но суть в том, что была возможность привлечения наших ребят от 16 лет, ребят иностранных граждан с 18 лет. Так, ну все-таки волонтеры это уже устоявшееся, да, скажем так, направление, уже все-таки, да, и я думаю, что это уже, наверное, уже какое-то поколение уже вырастет через какое-то время, естественно, придут новые люди, новая молодежь, скажем так, подрастающее поколение. Вот, и здесь тоже, наверное, надо как-то уже подходить, да, по-другому, может, какие-то направления деятельности. 16 декабря открыли ресурсно-волонтерский центр. Так. Вот, и я вообще вот очень благодарен волонтерам за их деятельность, за их работу, то, что они делают. Они же свое личное время, то есть некоторые за это вообще не получают какого-то денежного удовольствия, жертвуют лично своим временем. И это же есть патриоты. Вот о чем мы и говорим. Да. Причем которых не учили, вот они по своей доброй воле пошли. И я к таким людям отношусь очень-очень. По зову сердца, скажем так. Очень, да. Я их прям вот поддерживаю всем, чем могу, и министерство всегда открыто. Также мы, конечно же, плотно с ними сотрудничаем. Ага, ну вот, кстати, вот психологическая поддержка населения, да, в том числе, конечно, и молодого поколения нашего. Вот центр вот тоже работает сейчас, да, вот при министерстве вашего. Здесь тоже, конечно, есть какие-то актуальные направления, наверное, да, еще. Вот у нас прошел 5-й форум психологов республиканский, где приняли участие и федеральные эксперты, и около 100 человек было. Мероприятие охвачено именно психологов республики. Также у нас уникальный центр, потому что мы занимаемся вообще всей психологией в республике. От ведения участников специальной военной операции, их семей, плюс у нас еще в этом направлении работают выездные группы. Они выезжают в Ростов, отрабатывают около 45 тысяч заявок уже отработано. Услуг оказано, точнее, не заявок, а услуг. Вот, и заканчивая и детскими суицидами, и чрезвычайными ситуациями, причем у нас недавно сотрудник был награжден именно когда были у нас тяжелые вот чрезвычайная ситуация, наводнение в Намском, там у нас сотрудник отработал, причем он был награжден ведомственной наградой уже по линии МЧС, вот именно в плане психологической помощи. Я сам являюсь главным координатором при чрезвычайных ситуациях именно рабочей группы психологов.
Также мы подписали соглашение с МГУ о методическом сопровождении по психологической помощи. Но возникает ряд трудностей в этой сфере, потому что Ну, к примеру, какие? это отсутствие федерального закона о работе психологов. Именно, И это очень сильно мешает некоторым, так сказать, вариантам. Так, у нас вот телефонный звонок, давайте вот послушайте, наушники, пожалуйста. Игорь Васильевич. Так, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из сельской местности, из Петровка, Харитонов звонит. Так. Но мне кажется, что наши герои, да, в основном якутские ребята из села. Угу. И они умеют вот в таких условиях выжить, физически подготовленные, потому что они летом все время работали в сенокосе или где-то, Да-да. охотились и так далее, да. Это и есть подготовка, физическая подготовка. Угу. И, по-моему, сейчас надо создавать летние трудовые лагеря для ребят 9-10 классов, чтобы они могли в походных условиях привыкнуть. Например, в палатках жить, костеры разводить как. Как-то это рыбачить или что-то там полезное делать, да. Вот. Ближе к природе. Из таких ребят выйдет хорошие воины. Да, вы верно, мы с вами согласны. Просто спортивная подготовка ничего не даст. Ближе к спартанской жизни, да, скажем так? Да, летние трудовые лагеря были раньше. Когда были в советские времена, да. Я согласен с вами. Спасибо за звонок. У нас времени очень мало. Пожалуйста, Игорь Васильевич, как прокомментируете? Нет, это правильное направление, мы тоже его просматриваем. У нас причем будет слет на мероприятии Табыс мы вроде и будем включать. Это вот как раз жизнь в палатках, в таких вот условиях разведения костра, вечерние посиделки у костра. С гитарой, да? Да. Ну, там еще плюс будет ряд мероприятий, подключен по именно организации вот этого вот выживания, навыков первоначально военной подготовки, как мы говорим, или безопасности жизнедеятельности. Вот. Но надо учитывать условия, то, что такие мероприятия тоже сейчас иногда трудно проводить, потому что есть определенное законодательство, и не под весь перечень, как можно привлечь не всю категорию людей. То есть основываемся на студентов по поводу работы, именно трудовые лагеря, да, как были. Сейчас есть студенческие отряды, и через них мы заключаем сейчас договоры, не заключаем, а будем заключать договоры с крупными нашими производственными компаниями и включать их в этот состав. Ну что ж, времени совсем осталось у нас немного. Игорь Васильевич, ваши пожелания и телезрителям, и радиослушателям, людям старшего поколения, конечно, молодежи нашей подрастающей. Пользуясь случаем, от лица Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать счастья, здоровья, добра и самого главного любви. Любви, потому что любовь — это двигатель вообще всего в мире. Всегда оставайтесь такими же гостеприимными. Все во всей Российской Федерации она знает, как о гостеприимном народе. Вот. И это нас и отличает от других жителей. То, что мы гостеприимный северный народ. Мы более... И причем правильно вот то, что звонок был, и сказали то, что мы выживаем в любых условиях. И об этом не надо забывать. Мы очень сильный народ. И с Новым годом, да? Да, с Новым годом. Ну что ж, уважаемые телезрители, в нашей сегодняшней первой части передачи принял участие исполняющий обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия, герой России Игорь Васильевич Юргин. Желаем вам успехов, дальнейших ваших успехов также, надеемся, и в учебе. Вы участник президентской программы «Время героев», поэтому 2025 год должен быть для вас самым таким, эффективным. Спасибо большое. Мы не прощаемся с вами, через рекламу мы вновь встретимся в прямом эфире.
Уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. Это «Якутск сегодня». Сегодня в студии у меня новые собеседники во втором блоке нашей передачи. Это председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Якутска, председатель Фонда Победы столицы республики, полковник запаса Николай Александрович Трепша. Добрый день. Здравствуйте. И заместитель руководителя регионального отделения ДОСААФ России в республике, руководитель Ассоциации ветеранов боевых действий Николай Григорьевич Гребенников. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, уважаемые слушатели, если тоже у вас будут какие-то вопросы в ходе нашей сегодняшней телерадиопрограммы, то, пожалуйста, звоните. Телефоны, напомню, 32 2066 и 32 11 66. Ну что ж, давайте, Николай Александрович, вам, наверное, первое слово. Хочу предоставить, вкратце, наверное, итоги все-таки подведите, да? Общественных организаций. Да, вкратце хочу сказать, вот какая категория у нас. Да. У нас участников Великой Отечественной войны в городе Якутске 8 человек, в республике у нас всего их 9. Блокадников, жителей блокадного Ленинграда у нас их 7. Категория у нас, большая категория, это ветераны тыла, у нас их 612 человек. Также мне не могу сказать, что у нас большая категория, это 5165, это дети войны. Ну, дети войны, это с одной звучит, дети войны, но это самому маленькому, молодому ребенку, ему уже 80 лет. Вот. Хочу сказать от себя, вот на послание главы республики был приглашен, и хочу сказать, что выплаты и очень много делается в связи с подготовкой к 80-й годовщине Победы. Но я еще остановлюсь ниже и хочу сказать по выплатам. Участник Великой Отечественной войны получат от главы республики по 2 миллиона, а выплата блокадников и ветеранов тыла, они получат выплату 80 тысяч. И категория дети войны, хочу сказать, что уже в прошлом году на постоянной основе заложена в бюджет выплата, которая составляла 3 тысячи, а в этом году, в следующем 25-м, получат 5 тысяч рублей. Хочу сказать, что еженедельно проводятся оргкомитеты. Я вот насчет города, про нашу столицу говорю. Евгений Николаевич лично по поводу проведения 80-й годовщины Победы. И хочу сказать, что мероприятий очень много, но сейчас вот Игорь Юрген выступал перед нами, мы его внимательно слушали. Получается, то, что делалось на 75-ю годовщину и ранее, посыл идет такой, надо делать новые моменты, получается, что-то вот чему-то удивить. И самое главное, мы должны чествовать наших защитников, участников Великой Отечественной войны, ветеранов тыла, показать действительно героическую историю и, соответственно, быть соучастными с этим большим подвигом в нашей победе. Именно вот 80-я годовщина, потому что живые свидетели, ветераны, надо очень много сделать для этого. Я говорю, да, еженедельно идут оргкомитеты, и много вот получается новшеств, пока не буду говорить, я думаю, получится, и я думаю, наши горожане будут довольны. Но это ближе, наверное, да? Да, ближе, конечно. Событию. Пока еще вот какое-то событие говорить, рассказывать, пока вот не буду раскрывать карты, а то на меня кто-то, может быть, и обидится. Ну, несколько слов, наверное, о Фонде Победы. О Фонде Победы хочу сказать, что это была необходимость. Так получилось, что Фонд Победы Евгений Николаевич поручил в конце октября месяца 2022 года, и буквально в течение недели был создан Фонд Победы и приступил к работе с 1 ноября 2022 года. На сегодняшний Фонд Победы наполнение фонда составило более 121 миллиона рублей. Хочу сказать, что наполнение это
у нас очень активна окружная администрация, школы, детские сады и предприниматели. Ну, хочу сказать, что вот обратиться к такой категории, это наши бабушки, дедушки, горожане, которые, ну, они собрали более 3 миллионов. Сдают по 1000, по 5, ну, это не важно, но есть такие люди. Хочу сказать, что фонд, ну, тут статистика, вот последний раз мы заседали на прошлой неделе, было подано 80 заявлений. Стараемся помочь, но, как говорится, рассматриваем, получается положительно вопрос, но иногда ждем финансирования, потом получается, если ну, необходимо выделять средства, проходит закупка. Ну и хочу сказать, что Евгений Николаевич непосредственно с нами приезжает и вручает нашим бойцам. И, ну, самое главное, чтобы наши жители, наши защитники вернулись. Ну и если мы чем-то немножко поможем, это будет правильно. Да, конечно, вот 2025 год – это 80-летие Великой Победы над фашистской Германией. И вот в послании буквально несколько дней тому назад сын Николаев объявил годом защитника Родины. И вот буквально через какое-то время тоже президент России Владимир Путин объявил годом защитника Отечества. Тут, конечно, уже план мероприятий, наверное, выработается уже, да? Да. Тут сейчас уже, в принципе, уже как бы большие планы, грандиозные. Мы его тоже с Николаем, с моим собеседником уже в кулуарах поговорили, и тоже хотим, чтобы наши горожане максимально увидели те действия, те мероприятия, которые будут проводиться именно для горожан, ну и, соответственно, в честь и памяти наших защитников, участников Великой Отечественной войны. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, если есть какие-то вопросы участникам нашей сегодняшней телерадиопрограммы, то звоните 32 2066 и 32 11 66. Николай Григорьевич, теперь я хочу к вам перейти, задать тоже несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, ну вот вы представляете сегодня ДОСААФ России в Республике Саха-Якутия. Я, насколько знаю, 97 лет, по-моему, исполнилось, да? Вот в этом году. Вот вообще ДОСААФу, этой организации общественной. Все-таки вот сейчас вот какую работу вы там ведете? Я знаю, что вы очень долгое время работали в областном военкомате у нас. Ну да. Подвести итоги работы и деятельности ДОСААФа я, конечно, не могу. Несколько месяцев только работаю. Да? Но есть уже положительные моменты. Мы сейчас восстанавливаем музей боевой славы, то есть его делаем реконструкцию. Он был посвящен только Великой Отечественной войне, но надо не забывать, что у нас было 10 лет война в Афганистане, 10 лет 2 чеченских кампании, были сирийские события, мы вот это попытаемся сделать. Ну, не попытаемся, мы это сделаем, конечно, по-любому. Сейчас только утепляем, холодно сильно там было, ну, сейчас уже более-менее. Планы, что касается 80, что это юбилея, Победы, значит, мы во-первых, сделаем реконструкцию боя. Ильмень — это 19-я нашей отдельной бригады, где погибло там, сколько там, около 600 наших якутян. Это обязательно надо на озере Белом, на озере. Нет, здесь мы сделаем. На Талом озере. Да, там уже один раз сделали, было довольно-таки неплохо получилось. Сейчас же с опытом будет, я думаю, получше. После еще мы реконструкцию боя под Москвой, это сделаем на полигоне ДОСААФ. Полигон уже превращается в настоящий полигон, там окопы, где сейчас БОТР там занимается, подготавливается. Вот это есть. Ну и сейчас мы с коллегой поговорили, реконструкция во время 9 мая. Это будет очень сложно, конечно, но есть идея, значит, ее надо доработать, мы это сделаем обязательно. А так собираемся, как всегда, вот, по деятельной ассоциации, да. В этом году у нас было 30-летие, 30 лет я там председатель. За эти годы сделано очень много. И одна из направлений — это поисковые работы по Алсибу. В этом году мы тоже наметили 3 направления. Это Север, Аймикон, Мома и Тампонский район. Так уже это маршруты есть. И
одна из главных задач — это сделать единственный в республике. Есть по многим городам, во многим везде. Есть музей Алсипа, ну, Аляска, Сибирь, это перегоночная линия, а в самой Якутии, в самой Якутске нету. У нас есть артефакты, очень много походов, я там 8 только был, много ребят, и вот мы в январе соберемся, все вот эти активисты, ну, немножко разрозненно, каждый занимается своим делом, это молодцы, замечательно, каждый делает свое дело, кто занимается раскопками там под Ильменем, где-то еще там в Руси и тому подобное, кто-то выходит за самолетами, был это Черлик Сергей Георгиевич, это, конечно, фанат, это наш, я не знаю, прям можно памятник ему ставить за то, что он сделал по историческим этим, по артефактам, по сбору. А еще по Лидии Досаафа, конечно, есть ВУЗ такой, это военно-учебная специальность. Сейчас подготовят только водители, но мы хотим это расширить. Ну, не буду называть как, ну, военных специалистов. Это необходимо, потому что веяние сейчас в новой войне, необходимость специалистов нового поколения. Мы этим тоже хотим заняться, выходим на Москву, на Хабаровск потихоньку. Ну, такие планы. Понятно. Так, Михаил Александрович, я вот не зря тут по ошибке Ильмень назвал, да, ну потому что все-таки вот эти наши памятные места, исторические, да, победоносные, где наши земляки, в общем-то, сложили тоже головы, к ним особое внимание тоже должно ведь быть за пределами находящейся республики, и в других регионах Российской Федерации. Да, да, это получается сейчас у нас последнее время, 23 февраля, вся общественность в 12 часов мы собираемся вот памятник Журавлю над Ильменем, это отдаем дань памяти, и потом, соответственно, уже то же самое, вот клубы, ДСАФ делает реконструкцию, потому что, говорю, действительно события, они так героические, я говорю, люди с марша, без отдыха, ну, было тяжелейшие условия, вот в каких наши оказались, ну, наши земляки, наши воины, наши защитники. Сейчас это тоже вот делается, и, соответственно, и те же памятники, которые где-то, получается, более там около 40 лет на Ильмене вот установили памятник, тоже будет реконструкция, новые там, не знаю, там таблички, не таблички, и еще тоже многие, подходя на это мероприятие, говорят, что фамилии, то есть надо вот, как мы делали на 75-ю годовщину, на солдат Туймады, мы туда внесли еще где-то порядка 30 фамилий, и сейчас такая необходимость есть, и наши историки тоже вот занимаются исследованием вот именно этого момента, чтобы увековечить наших защитников, наших героев. Да, действительно. Вот некоторые горожане все-таки интересуются, а вот в городе Якутске где можно увидеть вот музей боевой славы участников Великой Отечественной войны? Вот многие вот задавались вопросом, я даже затруднялся ответить. Егоровью бесится, в ДСАФ, пожалуйста, приглашаем. Да. Ну, я знаю, что в ДСАФе там уголок небольшой там, видимо, есть, да? Расширим, сделаем. Здесь у нас еще музей «Моя история». Уникальный, да, получается, музей, таких вообще в субъектах у нас получается всего 21, из них в Якутии, ну, будем 21 или 19, то есть в 20-ке получается. И тогда мы тоже вот события, посвященные, например, прорыву блокадного Ленинграда, вот действительно те события. Ну, там понятно, да, историческом, да, вот и сейчас, правильно сказано, был бы центр, где можно будет и много артефактов, и, соответственно, где ордена действительно, и родственники, не то, что там хотят, чтобы люди видели, смотрели. Да. Но мы еще забываем как-то вот о героизме наших якутян. Почему назван город-герой? Почему вот это вспомнили все-таки то, что Якутия внесла большой этот вклад в Великую Победу. Это нужно сделать какую-то передвижную, какую-то выставку. Вот об этом надо подумать. Тех, кто здесь работал в тылу.
Угу. Вот, кстати говоря, вот город Якутск, город все-таки трудовой славы, да, у нас. В этом есть такой вот, по-моему, скажем, какой-то, ну, музей, может быть, тоже, да, вот кто, что конкретно внес. Да, что кто, как. Чтобы вот, люди участвовали там. Да, чтобы люди участвовали, те, кто еще показали может. Добычу. Да, кто еще, значит, помнит те времена, ну, скажем, уже, скажем, потомки уже, да, вот этих вот тех тружеников тыла, их уже мало осталось-то практически тоже ведь. У нас участников войны по пальцам пересчитать, да. А тружеников тыла ведь тоже не так много осталось у нас. И в городе Якутске, и в республике в целом. Вот. Ну что ж, что хотелось бы еще сказать, конечно, вот, уважаемые участники передачи, что спасибо, что, конечно, вы вот нашли время, вот сегодня вот выступили перед телезрителями, радиослушателями. Новый год уже практически уже 2025 год, видимо, будет непростой. Вот все-таки, да, и все-таки, ну, наш народ, республика, страна в целом России, мы объединились, действительно мы объединились, и это прозвучало в послании главы республики Арсена Сергеевича Николаева, и я думаю, что и мы все-таки отстоим свою, вот, наш свой суверенитет, да, защитим интересы России. Что вы пожелали телезрителям, да, накануне этого праздника? Накануне я, во-первых, телезрителям, то, что они нас видят, слушают, и им хочу пожелать всем нашим участникам Великой Отечественной войны, ветеранам тыла, детям блокадного Ленинграда, ну, всем ветеранам, да, нашим, да. Ну и, соответственно, семьям, у которых ушли отцы, защищать нашу родину, нашу страну. Пожелать, чтобы семьи воссоединились, чтобы год действительно 25-й, многие говорят, чтобы, как вот Курская, да, перелом, должен наступить перелом, ну и, соответственно, да, все хотелось бы, чтобы в 25-м году самое главное, это нашим участникам войны здоровья, всем желаю, ну и, соответственно, второе это, чтобы наступил мир. И, как сказал Игорь Юрген, любви. Третье это любви. Без любви не будет ни здоровья, ни мира. Вот. Ну и, соответственно, с наступающим 25-м годом. Ну, по-китайскому это наступает год змеи, но мы живем не в Китае, мы живем в нашей России. Да. И он назван в честь защитников Отечества. Я хочу пожелать всем защитникам Отечества, тех, кто с оружием стоял на защите наших рубежей, границ сегодняшнего дня. Что самое главное? Вернуться домой, а женам, матерям дождаться своих любимых детей, мужей. Вот это самое основное. А там уже мы им поможем, они нам помогут. Так что хорошо. С Новым годом. Пожелаю всего самого доброго. С Новым годом. С Новым годом. Ну что, уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом передача «Якутск сегодня» подошла к концу. Ее подготовил и провел сегодня редактор Юрий Сергеев. Всех поздравляем с наступающим 2025 годом. Здоровья вам, счастья и успехов во всем. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания.